Банковская система Республики Южная Осетия. Точка роста инноваций и технологий. Под таким названием прошла панельная сессия на первом международном экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Обсуждались вопросы взаимодействия банковской системы Республики Южная Осетия с финансовой инфраструктурой России, участие в международных расчетах и проведение необходимых реформ в банковском секторе Южной Осетии. Модератором дискуссии выступил Зураб Базаев, генеральный директор ООО «Прогрессивные цифровые решения». По словам председателя Национального банка Республики Южная Осетия Суслана Бекоева, Южная Осетия должна стать образцовой площадкой, демонстрируя всему миру то, что российское присутствие обеспечивает экономический рост, социальную стабильность, прогресс и развитие. Город Цхинвал сегодня довольно-таки комфортный город для жизни. Пожалуй, за всю ее историю он не был таким благоустроенным и красивым, каким является сейчас. Но мы считаем, что мы подходим к новому этапу развития, должны войти в новый этап развития и перейти от экономики восстановления к экономике развития. Я считаю, что Южная Осетия должна стать витриной российской политики на Кавказе, тем самым показать всему миру, там, где Россия, там экономический рост, там социальная стабильность, там прогресс и развитие. Суслан Бекоев подчеркнул, что банковская система Южной Осетии полностью готова к внедрению цифрового рубля, поскольку финансовый сектор республики тесно интегрирован в российскую банковскую систему и должен оперативно адаптироваться ко всем нововведениям, внедряемым в России. У нас в парламенте рассматривается активно законы о цифровых финансовых активах. Это насущный вопрос, который ставим вместе с нашим законодательным органом. Прорабатывается законопроект. И, соответственно, после принятия соответствующих нормативно-правовых законов мы, соответственно, уже будем думать о внедрении данных мероприятий у нас в республике. Но прежде всего прорабатывается именно с точки зрения нормативно-правовых аспектов данный вопрос. Буквально недавно, мы поставили задачу Банка Алании, чтобы банковская система Южной Осетии максимально соответствовала тем стандартам по кибер- и информационной безопасности, которые представляют Центральный банк коммерческим банком Российской Федерации. В этом направлении у нас поставлены сроки и в какую-то среднесрочную перспективу банковский сектор Южной Осетии, мы ставим эту задачу, чтобы полностью соответствовал тем стандартам, тем высоким стандартам, которые предъявляет Центральный банк коммерческим банкам Российской Федерации. Так что считаю, что мы находимся в едином контуре безопасности и дальше будем укреплять это направление тоже. Александр Петроченков, советник заместителя председателя Банка России, отметил преимущества цифровой валюты для финансовой и экономической системы. Дальнейшему развитию инноваций, конечно, будет способствовать и цифровой рубль. Цифровой обмен данными осуществляется с помощью инфраструктуры цифрового рубля. Он позволяет согласие граждан и бизнеса удобно и быстро передавать сведения из государственных систем финансовой организации, в том числе и в банке. Цифровой профиль физического лица использует у нас более 80 банков. С его помощью можно заполнить кредитную анкету, в том числе на получение ипотечного кредита, выпустить банковскую карту и получить другие услуги. Цифровой профиль юридического лица позволяет компаниям представлять необходимые сведения о себе финансовым организациям, что делает прием на обслуживание, получение кредитов и других услуг более удобным и быстрым. Для бесшовного и безопасного обмена данными Банк России продолжает работу по внедрению открытых API. В перспективе обмен клиентскими данными с их согласия посредством открытых API позволит банкам и другим участникам финансового рынка предлагать более клиентоориентированные услуги и создаст условия для разработки новых сервисов. При участии Банка России пилотируется несколько бизнес-кейсов. Это персональный финансовый помощник, корпоративный мультибанкинг и согласование обслуживания по договору добровольного медицинского страхования. В пилотировании за все время приняли участие 19 организаций.
Обмен данными возможен только с согласия клиентов, поэтому Банк России совместно с Минцифрой работает над созданием платформы коммерческих согласий. Она позволяет гражданам управлять своими согласиями, предоставленными участникам финансового рынка. Один из ключевых технологий цифровой трансформации банковской системы – это, конечно же, искусственный интеллект. Он позволяет организациям повысить свою эффективность, снижая издержки и автоматизируя операционные процессы. По итогам обсуждения с участниками рынка Банк России определил риск-ориентированный и технически нейтральный подход к регулированию применения искусственного интеллекта на финансовом рынке. В рамках реализации этого подхода Банк России опубликовал кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Документ носит рекомендательный характер и направлен на повышение доверия клиентов и участников финансового рынка к технологиям искусственного интеллекта. Старший вице-президент ВТБ Ольга Баша предложила рассмотреть Южную Осетию в качестве пилотной зоны для внедрения цифрового рубля, что, по ее мнению, откроет возможности для испытания и внедрения новых финансовых технологий. С Банком Алания есть корреспондентские счета, в процессе открытия счет в юанях, поэтому начало положено, маршруты определены, дальше просто фокусная, четкая проработка уже под клиентов, под их запросы, под тот поток, который у вас есть. В любом случае, я думаю, имеет смысл республике рассмотреть возможность альтернативных механизмов, как вот уже говорилось, применения цифрового рубля. Потому что перспективы, мы в рублевой зоне здесь, да, соответственно, цифровой рубль мог бы быть здесь использоваться как площадка, да, для тестирования, для внедрения. Также есть многочисленные цифровые финансовые активы, да, то есть многие ЦБ мира, в том числе Банк России, поддерживает развитие цифровых активов финансовых, такой закономерный этап цифровизации денег. И перспективы расчетов с использованием CBDC, их невозможно переоценить, это непростая задача, она такая большая, комплексная, но я думаю, это то, куда стоит смотреть. В любом случае цифровой рубль обладает множеством плюсов, это интероперабельность, способность к обходу таких неких узких мест, традиционных каналах, да, поэтому я думаю, это одна из точек роста. Также Ольга Баша отметила криптовалюты как одно из перспективных направлений для развития финансовой системы Южной Осетии, заявив о готовности ВТБ предоставить Банку Алания доступ к этой системе. Другое не менее перспективное направление – это криптовалюты. Понятно, что в российском правовом поле криптовалюты не могут использоваться как инструмент для международных платежей, однако Банк России сейчас имеет экспериментальный правовой режим, в рамках которого как раз для ВЭДа можно использовать криптовалюты. Мы, как Банк ВТБ, являемся участником, соответственно, готовы также Банку Алания предоставлять через нас доступ к этой системе в том числе. За последние десятилетия товарообороты между Россией и Южной Осетией, они растут. В любом случае, понятно, экономическая сильная увязанность, да, Осетии с Россией. И раз растут товарообороты, значит, есть что оптимизировать, есть что удешевлять, над чем работать. Да? Но я со своей стороны, как окно в мир для вас, готова только подтвердить, что мы готовы прорабатывать все возможности, мы открыты, инфраструктура большая, и я думаю, есть абсолютно все инструменты для того, чтобы бизнес Южной Осетии имел возможности платить туда, куда им надо, получать денежные средства там, где им надо. То есть у нас все это есть, мы можем сделать отдельную с вами встречу по этому поводу и проработать уже рабочие моменты. Председатель Банка Абхазии Беслан Барателя поприветствовал жителей Южной Осетии и отметил пристальное внимание Абхазии к развитию республики, особенно к банковской системе. Беслан Барателя также заявил о необходимости заключения соглашения с Банком Алани. У нас есть намерение подписать с Национальным банком Южной Осетии договор о сотрудничестве, в рамках которого можно будет делиться опытом, потому что в каких-то вопросах Банк Абхазии больше пошел вперед в сравнении с осетинским, в каких-то вопросах наоборот. Поэтому кооперация и сотрудничество позволят повысить качество банковской системы как Абхазии, так и Южной Осетии.
Активную деятельность в республике ведет ПСБ банк, открытие представительства которого в Цхинвале облегчило жизнь российским пенсионерам, проживающим в Южной Осетии, избавив их от необходимости поездок в Россию для получения банковских карт и решения вопросов обслуживания. Говорили о том, как Южная Осетия интегрируется с российской финансовой системой, а мы, в свою очередь, интегрируемся в финансовую систему Южной Осетии. И представительство тому подтверждение. Будем, так сказать, поддерживать наших граждан, соотечественников здесь, чтобы они не чувствовали дискомфорта. Участники панельной сессии подтвердили важность тесного сотрудничества между Южной Осетией, Россией и дружественными странами в финансовой сфере, необходимость внедрения передовых технологий и готовность к преодолению возникающих трудностей, сохраняя надежность и стабильность банковской системы Республики Южная Осетия.